6 октября, уважаемые журналисты, значит, постановлением Первомайского районного суда в отношении Ажимудинова была изменена мера пресечения с содержания под стражей на, значит, домашний арест. Значит, 6 октября суд отпускает его, значит, на домашний арест меняет меру, а 14 октября суд снова по ходатайству прокурора и потерпевшей стороны меняет меру пресечения уже с домашнего ареста на заключение под стражу. Что явилось основанием для изменения меры пресечения? А то, что якобы Фуан Туконович на полчаса зашел в здание Акнет, на полчаса, чтобы взять ключи от своей квартиры и выехать. Ведется в здании, ведется видеофиксация. Но почему-то следствие об этом не говорит абсолютно. И на основании того, что он попытался захватить здание Акнет, суд меняет меру пресечения. Гражданские задержания знаешь, да? Давайте гражданские задержания делаем. И все ведет. На самом деле, не без ребят. Посмотри, пожалуйста. Да, они захватили же. Хорошо? Нет. Нет, да, скажи конкретно, да? Что? Я отвечаю, ты. Что ты Вот тыкаешь? Что ты тыкаешь? Я прекрасно тыкаю, скажи еще раз. Вот, не ты, скажи мне. Нет. Тихо, Вагир. Ребята, спокойно. Я Не, давай гражданское задержание тогда. Да. Вот один. Да, до свидания. С кем? Водителем. Как ваша фамилия? Идрисов. Идрисов зовут? Эльмар. Эльмар, никого не толкаем. Не, никого не толкаю. Не толкаем. Мы документы показали, мы оформляем все. А ты все-таки покидаешь нас? Вы охрана? Какое условие у вас? С кем был город находится? Так, Асан, вот отсюда начинаем. Ему изменили под домашний арест в части отправленного дела по военной прокуратуре, и он находился в СИЗО на основании основного дела. В последующем Горсуд, насколько я знаю, 8 числа изменил ему меру пресечения под домашний арест, опять же. Он вышел, при этом изменил в связи с тем, что ему в срочном порядке нужна операция, насколько говорят адвокаты, стендирование, шутирование и так далее, ему очень плохо. Однако он явился на судебный процесс 9 числа, как адвокаты говорят, исполнил гражданский долг, но в данном случае, если здоровье не позволяет даже ходить, то в этом случае домашний арест позволял ему лечь в больницу. То есть по медицинским показателям можно не приходить на судебные процессы, предъявив справку. Он этого не делает, приходит на судебный процесс. Затем, получается, под конец судебного заседания, когда адвокаты, я насколько понимаю, я был на судебном процессе, был объявлен перерыв
в связи с тем, что не Аджимудинову стало плохо, а в связи с тем, что секретарю суда стало плохо, и она просто там закашляла и попросили 5 минут перерыва. Я думаю, на видео можно это взять в суде. А в момент этого перерыва адвокаты заметили и увидели, что на улице стоят сотрудники правоохранительных органов. И, видать, из-за этого запереживали, что его могут посадить. Хотя, возможно, они просто хотели дать ему повестку, так как знали, что в 2 часа судебный процесс. После того, как они это увидели, мы были на судебном заседании, как адвокаты слышали, что они просто сообщили Аджимудинову Кубану, а именно один из адвокатов, не буду называть фамилии и имени, это мой коллега, подошла к Кубану и сказала о том, что нужно немножко потянуть времени, мы вызвали скорую, тебя могут задержать. Ну и, соответственно, через буквально там 10-15 минут допроса свидетеля мы услышали сирену, что подъезжает скорая. Судебный процесс закончился просто потому, что не было вопросов уже к свидетелю. Мы закончили, и сразу в этот момент зашли медсотрудники, медперсонал, который осмотрел Кубана Туконовича. После уже зашли, соответственно, следователь и, я, насколько помню, оперативные сотрудники. А что было дальше, насколько мы знаем, порядка 4 или 5 часов они ездили по больницам, но больницы не принимались тем диагнозом, который предоставляла скорая. Насколько я знаю, была якобы аденома простаты. Как определили на скорой данный факт, нам неизвестно. В последующем ему применили вот эту меру пресечения. При этом она применена в отношении подозреваемого еще в феврале месяце по захвату здания АКНЕТ. Если адвокаты будут говорить о том, что она принадлежит фонду госимущества, возможно, я не знаю, что там было на пресс-конференции, мы можем сказать, что в данном случае захват здания определяет не собственника, а пользователя здания. Пользователем является ОСО АКНЕТ. Если адвокаты будут говорить о том, что Аджимудинов подписывал этот договор аренды и имел право зайти, то в таком случае Аджимудинов подписывал не как физическое лицо, я сам снимаю офис, а подписывал как президент компании, бывший. На сегодняшний день этот договор подписывается уже новым президентом компании Абаскановым Нурбеком, соответственно, и он никак не может использовать это здание, будучи учредителем, так как учредитель не имеет права исполнительных функций. То есть, а что было 6 октября, почему его задержали? Толпа лиц, порядка 50 человек. Кроме этого, агрессивные действия со стороны Аджимудинова Кубана и его юристов, где они говорят о том, что выходите из кабинетов, отдавайте ключи, мы опечатаем все сейфы, передайте нам печать. А на вопрос о том, что вы творите и делаете, они отвечают о том, что это гражданское задержание. Это все было в период с 5 на 6, помните, какие события были. Вот хотели осуществить некое гражданское задержание. И вот такие действия со стороны следствия были оценены как захват здания, соответственно. О том, что якобы кто-то во время, когда Аджимудинов находится в СИЗО, например, делает какие-то дела в АКНЕТе и так далее. В этой части можем сказать, что ни единый процент Аджимудинова Кубана в доле компании АКНЕТ не изменен, никем не отобран, соответственно, и адвокатами либо юристами ОСО АКНЕТ не подавались никакие судебные иски об исключении его из участия, несмотря на то, что правовой механизм имеется в случае, если он совершает какие-либо преступления. Другие учредители могли бы подать в суд иск об исключении его из учредителей, так как он нанес ущерб, будем так говорить, если, конечно, суд докажет соответствующий ущерб уже приговором суда.